Добрый день. Я бы хотел вкратце остановиться на функциях института омбудсмена в целом. И, конечно, расскажу о том, какие жалобы больше всего поступают. Институт омбудсмена – это орган, который защищает права, которые определены Конституцией Кыргызской Республики. На сегодняшний день в действующей редакции, если взять, то это 108 статья, где конкретно определены, какие права все-таки институт омбудсмена защищает. Здесь мы можем отметить права, такие как социальные права, право на образование, право на трудовую деятельность, право на выборы, право на трудовую деятельность, политические права. Все эти права, в принципе, они на сегодняшний день в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с международными обязательствами, которые мы на себя взяли, мы работаем по защите прав наших граждан и так далее. Если остановиться все-таки, какие больше всего правонарушений поступает в адрес института омбудсмена, я хотел бы отметить прежде всего то, что в основном мы защищаем наших граждан, права наших граждан в части, чтобы соблюдались со стороны государственных органов. Это основные наши функции, получается. И здесь, если остановиться на цифрах, то за 2020 год, по итогам 2020 года, более 9500 обращений и жалоб поступило в институт омбудсмена. Из них более 3500 это в письменном виде обращений. Из них 89% было удовлетворено, и мы защитили права наших граждан. Кроме этого, в судебных, процессуальных разбирательствах, где были нарушены права, около 350 нарушений, мы защитили права. Если взять обращения коллективные, то более 2000 людей обратилось с коллективными обращениями. Также были проведены определенные работы. Кроме этого, у нас есть горячая линия 115, куда обращаются граждане по различным вопросам. Есть сайт омбудсмена. На сегодняшний день мы разработали чат-бот. Кроме этого, я бы хотел отметить то, что любой человек, который подвергся нарушению своих прав, может обратиться по этим инструментариям, которые мы ввели на сегодняшний день, и могут получить бесплатную юридическую консультацию именно по правам человека, куда они могут обратиться, какие права у них имеются, предварительно ознакомиться. По итогам 2020 года у нас более 4000 таких обращений поступало, и мы практически 95% эти обращения удовлетворили. Естественно, в Кыргызской Республике на сегодняшний день, если взять статистику, то наибольшее обращение поступает по тем вопросам, именно касающихся правоохранительных органов и судебной власти. В этом направлении мы ежегодно прорабатываем, даем свои рекомендации. Я хотел бы отметить то, что мы не являемся каким-то карательным органом. Мы являемся тем органом, который звонит в колокола и говорит: ребята, здесь нарушаются права людей. Конечно, мы можем наблюдать то, что за последние 2 года наш руководитель, омбудсмен Мамутов Токон Болотбекович, он проработал, и у него еще есть срок дальше работать. Он показал хорошие результаты, так как если мы будем рассматривать статистику вообще решения вопросов по правам человека, оно увеличилось. Единственное то, что раньше, если это были какие-то популистические постоянные выходы в эфиры и так далее, сейчас идет работа планомерная, четкая по защите прав человека. И если в процентном соотношении взять по сравнению с другими годами, то порядка 20 повышение по защите прав человека 20-30% увеличилось. Мы это можем сказать четко, ясно. А в последующие годы мы планируем то, что
по результатам проведения опроса, аналитики, анализа вообще соблюдения индекса соблюдения прав человека, мы повысим этот показатель до 60%. Я думаю, это очень хорошие показатели. Мы знаем то, что вопросы в период пандемии, допустим, очень хорошо проработали институт омбудсмена. Это когда наши сограждане не могли приехать сюда, мы оказали очень хорошее содействие. Мы оказываем на сегодняшний день положительные результаты, показывают наши представители в Российской Федерации, это общественные представители. Мы непосредственно контактируем с другими омбудсменами по соблюдению прав человека. И таким образом на сегодняшний день проводится четкая, налаженная работа. Ну, я хочу, конечно, сказать то, что в действительности есть пробелы, есть минусы, есть недочеты, но над этими вопросами мы на сегодняшний день работаем. Мы также ожидаем то, что по принятию от 11 апреля новой редакции Конституции у нас появится дополнительная возможность. Мы не говорим то, что все права человека прям идеально они вписались в эту Конституцию, в проект Конституции, но при этом определенная часть, требований международных организаций, вообще международного сообщества, это соблюдены. В то же время полагается то, что наша проблема была в том, что у нас был закон об омбудсмене, простой закон, так скажем, который был по статусу ниже, если взять в соответствии с законом о нормативно-правовых актах, ниже кодексов и так далее, где нам, вроде бы у нас в законе прописано очень хорошие полномочия, где мы могли бы осуществлять, но при этом, допустим, были другие кодексы, допустим, кодекс о нарушениях, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, к примеру, да, и там определенные вещи нам препятствовали. Теперь, в новой редакции Конституции указали, то, что это будет конституционный закон об омбудсмене. Если примется, мы проработаем и примем, точнее, Жорг, конечно, примет, мы внесем новую редакцию в виде конституционного закона о омбудсмене, где мы получим дополнительные возможности для защиты прав людей. Потому что мы могли бы участвовать в закрытых процессах, допустим, в судебных заседаниях. Мы могли бы брать определенные документы, которые, в принципе, на сегодняшний день законом вроде бы определены, но с другими вышестоящими законодательными актами нам запрещают, что впоследствии не дает дать объективную оценку полностью по тем или иным делам. Таким образом, мы полагаем, что если данный закон, конституционный закон примется, эффективность деятельности вообще института омбудсмена намного повысится. Хотим отметить то, что основополагающие права человека, которые требуют международное законодательство, они учтены, но есть, конечно, определенные моменты, над которыми мы еще должны работать. Поэтому сейчас определенно говорят, что 100% это все принято и сделано, мы от этого далеки. Но при этом положительные стороны тоже имеются. Еще 23 декабря, если я не ошибаюсь, были приняты законы об амнистии, где много наших сограждан, которые были взяты под стражу, их отпустили. Это, конечно, гуманизирует, и была такая необходимость, потому что в действительности, если преступление было не тяжкое, оно должно подлежать какой-то реабилитации. Мы полноценно работаем с заявлениями. В полномочия аппарата омбудсмена не входит те функции, о которых вы говорите, по именно реабилитации амнистированных наших сограждан. Но при этом, естественно, мы ведем мониторинг, мы ведем, насколько люди после возвращения с мест лишения свободы, как они себя вообще проявляют, насколько обеспечивается, допустим, мы же понимаем то, что после заключения выйти на эти работы это очень трудно,
В таких случаях мы должны оказывать поддержку, мы должны реабилитировать. Но, к сожалению, именно таких реабилитационных центров у нас в Кыргызстане не существует, и в наши полномочия это не входит. Но при этом мы в своих рекомендациях, в своих работах, которые мы проводим, соответственно, это указываем, показываем и даем свои рекомендации. В отдельных случаях, в случае, если, к примеру, если не берут на работу или есть какие-то требования по трудовому законодательству, и эти требования нарушаются, мы проводим работу в рамках наших полномочий.